Открывая конференцию, директор Абиги Василий Авицба поблагодарил гостей за приезд, отметив важность столь высокого уровня заседания. 2015 год выдался богатым на праздничные юбилейные даты, одной из которых является 14 мая. В этот день Владиславу Ардзинба исполнилось бы 70 лет. Если бы он не занялся в свое время политикой, наверняка эту юбилейную дату он отмечал бы вместе с нами. Хотя и здесь необходимо сделать некоторые оговорки. Во-первых, невозможно представить современную Абхазию без того, что им осуществлено. Что это была бы за страна и была бы она вообще? Вячеслав Чирикба – один из учеников Владислава Ардзинба. Он посвятил доклад трудам первого президента в области изучения языкознания. В пример Чирикба привел фразу, которую сам Ардзинба произносил не раз. Это фраза из хатского строительного ритуала, произносимого, например, при закладке нового храма или дворца. Она звучит приблизительно так. Биб и шах таштеин кация. Перевод. В основание здания да не клади неблагой камень. Фраза эта имеет символический, сакральный смысл. В том контексте Ардзинба говорил о необходимости справедливых правовых принципов, которые следует положить в основу нового государства, обновленной Советской Федерацией. Тогда его не поняли. Однако смысл этой фразы вневременной. Это завет из 4000-летнего прошлого, послание и современникам, и одновременно будущим поколениям. Отобраны в свое время у науки. Владислав Ардзинба сделал блестящую политическую карьеру. Однако это отразилось на его научной деятельности. На нее просто не было времени. Война, борьба, победа, восстановление, затем болезнь. Но его соратники понимали, что бесценные рукописи должны стать доступны читателю. Василий Авицба и Вячеслав Чирикба взяли на себя миссию по сбору сочинений и научных трудов Владислава Ардзинба. Они сумели не только по крупицам собрать и сохранить подавляющее большинство научных публикаций Ардзинба, рассеянных в малотиражных и труднодоступных журналах и сборниках статей, но и организовать их первоначальную обработку, сканирование, копирование, компьютерный набор. К 70-летию был издан трехтомник собрания трудов и сочинений Владислава Ардзинба. И хочу дать всем совет. Читайте Ардзинба. Потому что каждый, кому не безразлична культура человеческой цивилизации, кто задумывается об ее будущем, найдет в его переводах и в его исследованиях массу интересного и даже поучительного. Владислав Ардзинба не был автором прямых методологических идей. Он делал другую, куда более сложную и важную работу, считает доцент кафедры специальных исторических дисциплин и документоведения Южного федерального университета Николай Трапш. Он реализовывал то новое, то интересное, что рождалось в науке, на своем конкретном исследовательском поле и достигал там выдающегося результата. О Владиславе Ардзинба, как о главнокомандующем вооруженными силами Республики Абхазия в грузино-абхазской войне и в тяжелейший послевоенный период, говорил ведущий научный сотрудник отдела истории Абиги Валико Пачулия. В ходе операции Владислав Григорьевич внимательно следил за обстановкой, своевременно и оперативно реагировал на его изменения, при необходимости своевременно вводил в сражения стратегические резервы. Осуществление строгого контроля позволяло ему своевременно принять меры по устранению возникших проблем. Заслуги Владислава Ардзинба перед народом Абхазии переоценить невозможно. Он пожертвовал собой во имя своей родины. Мой народ, абазины, зачислены в реестр малочисленных. И я думаю, что одним из основных факторов, из-за которого это случилось, это то, что у нас не было такого лидера, как Владислав Григорьевич. Присутствующим было сложно говорить о первом президенте Абхазии Владиславе Ардзинба в прошедшем времени. Многие высказали мнение о том, что Ардзинба мог бы еще много сделать для науки. Конференция продолжит свою работу по 17 мая включительно. Илана Казымба, Торник Амичба, Абаза ТВ.